В продолжении темы о детях на базе Анапского санатория «Черноморская зорька» стартовал образовательный проект «Таланты Арктики. Дети». В проекте участвуют одаренные дети из республики Коми, Карелии, Мурманской области, Ненецкого и Малоненецкого, Ханты-Мансийского округов, Саратовской области и Красноярского края. Подробнее о профильной смене нам расскажет Мария Вахнина, сотрудник Республиканского центра поддержки молодежных инициатив. Мария, здравствуйте. Здравствуйте. Мария, почему «Таланты Арктики»? «Таланты Арктики» — это уникальный проект, который был инициирован Федеральным агентством по делам национальностей совместно с Ассоциацией талантливой молодежи. Он был рассказан и презентован на нескольких площадках не только Республики Коми, но и федеральных. И поддержали его многие, в том числе и правительство Республики Коми, и как одно из помощи эта площадка и стала, естественно, «Таланты Арктики» у нас на базе Черноморской зорьки. Для нас это первый опыт общения с детьми такого масштаба, когда федеральные эксперты приезжают к нам на площадку, когда дети не только с республики, но и с разных округов приезжают. И очень приятно было понимать, что это смена профильная. То есть ребята были талантливые, особенные, одаренные по разным направлениям. А вот как отбирали талантливых ребят? Отбирали, был очень большой конкурс в разных регионах. То есть это были не случайный рандомный способ, там, ты можешь, поехали. Ребята проходили отбор, то есть были определенные критерии для того, чтобы попасть. Не обязательно ты должен был быть из малочисленных коренных народов, но каким-то образом принимать участие. Либо в школе работают над проектом с преподавателем. Еще один из пунктов был обязательно участие преподавателей. То есть там были не только дети, там были и педагоги, которым интересно развитие, поддержка именно вот этих вот коренных народов. И еще одной особенностью, о которой мне бы хотелось рассказать, то, что не только проект был, мы стали площадкой для проекта, но мы и сами, как Республика Коми, поддержали его именно в направлении вожатых, когда наши вожатые вышли со своей программой, именно тоже национальной, когда вечерние мероприятия, досуговые мероприятия тоже были направлены на поддержку и развитие вот этих вот культурных традиций. Вечерние мероприятия, когда они рассказывали о том, как у нас проводится, как у вас, какие у вас есть легенды, какие у нас есть легенды, какая у вас кухня. То есть это было очень интересно, ребятам безумно понравилось. А какие мастер-классы будут? Мастер-классы проводились по некоторым направлениям. Опять-таки, это первый опыт. В этот раз была тема видеоиндустрии, киноиндустрии. Приезжали мультипликаторы, приезжали режиссеры, которые проводили с ребятами мастер-классами о том, какая есть культура, какие есть возможности, как можно сохранить в картинке и передать дальше свои традиции. По факту сейчас у нас есть огромное количество видеоматериала, который вот будет в течение месяца как-то преобразовываться в небольшие сюжеты, которые были сделаны в том числе и с детьми. И мы, надеюсь, их увидим. Ну, расскажите, пожалуйста, об итоге работы смены. Вот, опять-таки, итогом смены стал большой сюжет, который большое кино и маленькие ролики с участием ребят, а также, естественно, для нас это опыт, для ребят огромное количество положительных эмоций, которые они, я думаю, которыми они поделятся у себя в регионах, и надеемся, естественно, что в дальнейшем это все будет расширяться, развиваться, и мы будем очень активно этому способствовать. Вот как вы считаете, почему важно собирать талантливых детей вместе? Понимаете, когда они находятся, их же очень сложно найти среди всего этого объема информации, который предлагается нам сейчас. И когда ты собираешь талантливых ребят, даже если они в недостаточном количестве друг другу талантливые, получается такой симбиоз, когда они друг другу, они делятся такими эмоциями и подхватывают друг друга огромное количество чего-то нового. И рождаются невероятные проекты, о которых мы даже можем и не планировать их, а они происходят именно там. Ну, надеюсь, мы о них услышим и увидим. Я думаю, Спасибо большое. Спасибо. Желаем, чтобы это продолжалось. Спасибо большое. Спасибо.